Ох, ребят, что-то зацепило, блин. Что-то, походу, достойно хапнуло. Блин, подымался уже. Здесь уже обрыв заканчивается, ребят. И прям что-то бахнуло, прям такое достойное. Что там, блин, зацепилось еще. Обрыв уже, ребят, тут заканчивается. Но это уже прям чувствуется, что что-то интересное. О, ребят, хорошая. Ну что, братцы, всем привет. Классный денек, ребята. Первый день лета. Поздравляю всех с летом, так скажем. День защиты детей, всех детишек, начинающих рыболовов с праздником. Ну что, ребятки, сегодня выехал прокатиться. Хочу съездить в одно место, посмотреть кое-что. Так, прикидки для себя, ребята. Зайду в лес, посмотрю, сходят ли кора, так как кору мы собираем, ребята, на растопку бань, домашнего очага, так как у нас печное отопление. Ну и в общем, ребят, чтобы не было скучно, взял спиннинг. Пойдем троллингом, будем подниматься, попробуем порыбачить. Ну и в общем, ребят, сегодня такой у меня выход. Погода шикарная, тепло. Поднялся немного от моста. Поселок за спиной, ребята. Ну и тут тормознул на обрыве. Столько ласточек, столько гнезд. Короче, ребят, попробуем подорожить, как раньше это говорили. Ну и по-современному троллинг. Взял спиннинг, ребят, подсачник, термос, перекусить немножко, заправил полный бак. Короче, здесь уже начинаются обрывы, ребят, здесь можно уже начинать идти. Ну, в общем, там дальше перекаты, все это на моторе, а уже ближе к хорошим местам уже там попробуем, ребята. Ну, в общем, еще достаю друзей, собираю спиннинг, ну и давайте попробуем. Не знаю, вечером вроде как дождь, так что целый день, ребята, у нас есть. Можно подвигаться. Ладно, канистру пока сюда. Канистра нам не нужна. Бак бензина. Подсачник на всякий случай. А вдруг, ребята, какой-нибудь монстрик. А мы не готовы. Так что подсачник я взял. Подсачник все-таки иногда выручает. Так, одно колено, я думаю, будет вполне достаточно. Мы его сюда, в бок. Ну и в общем, как-то оно так. Спиннинг. Спиннинг, ребята, уже собранный. Палочка у меня шимановская. Ну, для троллинга как бы она не подходит, так как она лайтовая, более-менее до 30 грамм тест. Все-таки тут надо немножко поглубже и рыбу просекать. И гнется он, конечно, так. Ну, в целом, можно пробовать. Можно ходить, можно рыбачить. Так, взял термосок, ребята. Перекусить немножко. Так, коробочки достаем. Ну и водички, наверное, жарко. Солнышко греет. Водички, ребятки, немножко. Минералочки. Все. Опа. Отлично, блин, пока залазил, немножко грязи запустил. Сейчас сразу протирусь, вот, чтобы было чисто. Красиво. Губку с собой, ребята. Ну, чтобы порядок был. Кстати, нашел я мастеров, кто занимается эвоковриками. Но, к сожалению, размеров у них нету. Надо самому снять размеры. Сейчас хочу этим заняться, но не сегодня, наверное. Не взял я рулетку, тем более здесь надо 5-метровую, у меня только трешка дома. Короче, закажем эвоковрик, чтобы было все классно. Так, ну что, ребятки, в прошлый раз мы с Андрюхой ходили. Андрюха подарил вот мне воблер.
Вот такой. В принципе, рыбку он доставал. С него, наверное, и начнем, ребят. Вот такой китайский воблер. Тихо, 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 не падай. Вот такой китайский воблер, ребята. С него и попробуем. Ну что, давай. Погнали. Метров 30 буду, ребят, отпускать. Сейчас определюсь со скоростью. Начнем. Ну все, погнали. Тут обрывчики такие здесь не глубоко, но бывает здесь щучка тоже поклевывает. Поклевочка, ребят. Бахнула щучка. Тут на обрывах недалеко. Ну не крупно вроде. Бахнул. Только хотел попить. Спиннинг к ногам. Опа! Щурок, ребят, небольшой. Тихо, 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 тихо. Тихо, подруга, тихо, 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 тихо. Блин, 3 крючка, ребята. Ё-моё. Ну, какая дерзкая. 3 крючка, ребят. Блин. И в жабрах, блин. И тут в жабрах, и тут. Блин. Щучка-то не крупная. Такую можно было и отпустить, скажем. Ёк-макарёк, ребята. Походу брать придется. Да, 3 крючка надо доставать. Инструменты. Да. Захерачивало-то капитально, блин. Вообще без вариантов, блин. Как раз по жабрам попало, блин. Ну вот, ребят, что, небольшая. Так что щуку начал брать, можно рыбачить. Ладно, пробуем далее. Вот раньше, ребят, на вот этих обрывах все мое детство рыбалка прошла. Здесь и леща ловили, езей ловили, блин, крутые места были, глубокие. Сейчас тут очень мелко стало. Раньше здесь, конечно, жили на этих берегах. От дома недалеко. Донки ставили. Да, помню, ребят, времена. Ну, а сейчас уже все не то уже, что раньше было. Ребят, что-то зацепило, блин. Что-то, походу, достойно хапнуло. Блин, подумался уже. Здесь уже обрыв заканчивается, ребят. И прям что-то бахнуло, прям такое достойное. Что там, блин, зацепилось еще. Обрыв уже, ребят, тут заканчивается. Но это уже прям чувствуется, что что-то интересное. О, ребят, хорошая. Ох ты, свечку дала, блин. Не вижу, не вижу, не вижу. Давай, залазь, подруга. Ах, мимо. Сейчас уйдет. Сейчас уйдет, ребята. Блин, что-то я вообще не готов был. Дома, ребята. Охренеть. Вот это уже, да. Это уже, ребят, наш размер. Фу, ребятки, адреналинчик, конечно, тот еще. Блин, ну тут, ребят, за 2, наверное. Так, сейчас успокоюсь. Трясет всего. Блин, уже тут проходил. Думал, уже буду поднимать. Здесь уже мелко. Обрывы закончились. Бац, есть контакт. Хорошая
Не знаю сколько. Ох, ребят, тут двойники повыламывало. Отлично. Да, жесткий, ребят, жесткий удар. Вот такая хорошенькая. Ну, больше 2. Хорошо сопротивлялась. Красивая торпедка. Ну, вот это уже наш размер. Отлично, не знаю. Душка-то точно есть. Ну вот. Не зря эти обрывы попер. Хотел уже подниматься полностью. Думаю, ладно, пройду. И не зря, ребятки. Достойно. Хорошая машинка. Китайский воблер, ребят, просто разлетелся в хлам, блин. Вон тут крючок. Она пока вот подсачник я ее не завел, она борталась. Короче, сидела на этом крючке. Потом сломала его. И вот этим села. А так сидела вот на этом по центру, который. Вот лесковый подсачник. Удобно, конечно, потому что плетеночный, все, это беда. Ну что, дома еще, ребят, не отошли, а уже с рыбой. Прикольно. Кстати, по запрету, ребят, не по запрету, специально узнавал, звонил. Точнее, не я звонил, Андрюха звонил. Узнавали мы про запрет. У нас, ребят, это не действует. Все нормально. 20 дней прошло после следостава, точнее, после ледохода. И уже можно рыбачить. Единственное то, что бассейны, ну, конкретно зимовальные ямы, вот там еще, да, возможно, могут вопросы задать. А здесь относительно все нормально. Есть, ребята, специально по WhatsApp Андрюха скидывал мне разговор, что как бы можно, вот реально нельзя. И все как бы относительно. Вот он мне скидывал разговор, куда звонил. Вот Сыктывкар, улица Морозов, 156. Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по республике Коми. Вот он мне звонил, вот есть разговор. Здравствуйте. Можно к вам обратиться за консультацией? Да, конечно. Вот меня интересует такой вопрос. Река Сысола, она является бассейном реки Лачиты или нет? Или приток просто? Короче, ребят, здесь долгий разговор. Ну, факт в том, что просто некоторые писали люди, то, что типа нельзя. Все нормально. Все отлично. Так что... Короче, китаец, ребята, сработал. Ладно, помоюсь чуть немножко. Бардачок у меня. Блин, аж все в чешуе, блин. Ё-моё. Адреналина хапнул, ребят, вообще. Чуть не ушла, короче, вообще. Одному непривычно как-то, не могу еще привыкнуть заводить. Ну, хорошо подсак, ребята, разложил. Так бы хана был. Душечка где-то больше, наверное. Ну, потом завешу дома. Блин, не взял опять с собой что-то налегке. Хотел уже взять, думаю, без мен. Думаю, да ладно, зачем. Вот тут как раз бы, ну, ради интереса. Ладно, сейчас починю его, бедолагу. Что-нибудь повесим. Тройничок. Ну, пойдем дальше. Уже, правда, спускает меня обратно. Ну все, ребятки, повесил тройничок. Правда, чуть поменьше, но все. Воблер в деле. Была, ребят, поклевка еще. Жесткий удар был, блин. Вот в том районе, ребята. Как дала. Это была поклевка, но промахнулась щука. Блин, еще надо, ребят, пройти по ходу. Хороший удар был. Спустился еще раз, ребят, ниже. Блин, ну так влупило, что аж чуть не вырвало. Спиннинг, блин, охренеть. Еще тут живет какая-то малышка. Не знаю, возьмет, не возьмет. Второй раз. Сейчас посмотрим. Что-то
Ребят, не пойму, то ли что-то поймал, то ли коряга. Нет, поймал, ребят. Что-то поймал. Ух ты, окунек, что ли? Точно так. Хо-хо-хо. Смотрите, ребят, ну воблер вообще по красоте работает. Нормальный окунярик, съедобный. Ну да, затрепыхался так, отнерестился уже. О. Блин, ну там, ребят, такой удар был жесткий. Окунек, что, возьмем на коптилочку. Блин, ребят, уже можно домой ехать, ё-моё, я тут в тайгу собрался, километров 20 подняться надо, блин. Посмотреть там места мне надо кое-что. А тут, блин, вон рыбалка. Красота, блин. Ладно, что, спущусь тогда. Надо как-то ее выловить. Блин, ну там хлесткий был, там точно не мелочь. Блин, красота. Вот рыба пошла. Вот. Уже видно, что рыбалка есть. Ребят, спустился я вниз, почти к мосту. Пройду еще раз. Охренеть, вот это рыбалка, блин, ё-моё. По красоте, блин. Ворона, ребят, лазит. Что она хочет, интересно? Ласточек, что ли, давит? Зараза, блин. Так, друзья, ну что, подхожу к тому месту, где была поклевка. Не знаю, будет удар, не будет. Будет второй раз она брать. Ну, блин, по удару, я не знаю, прям чуть не сбила с рук у меня. Тоже такая не маленькая, мне так кажется, потому что спиннинг чувствительный, прям ощущаешь все. Удар был жесткий, блин. Ладно, посмотрим. Идет погода, ребят, портится, затягивается. Опа. Ребят, прям на глазах, вы поняли? Только сказал, что подхожу к тому месту, и вот, пожалуйста. Охренеть. Все на ваших глазах. Что такая? Больше килограмма, ребят. И отвалилась вон. Да. Это рыбалка, блин. Я не припомню так, чтоб я еще с дома не оттул, а уже все весело. Ну, больше килограмма, ребят, щучка едовая. Китаец, Андрюха, твой рулит, слышишь, работает. Да. Охренеть. Я, походу, ребят, не дойду до места, до заветного, блин. Не знаю, или так попал просто по времени, или что. Ну, вот сами все видите. Я вот брожу вот тут, не могу подняться. Вот этот обрыв полностью еще даже дойти его, пройти. Охренеть. Вот это да, вот это фартануло, конечно. Жесть. Я в шоке просто. Да, вот тебе и троллинг, блин. Так-то вообще как бы за рыбалку не признаю. Ну сидишь, да, кайфуешь, что. Комар не кусает. Ходить не надо, не потеешь там, по кучам не лазишь. Ну, блин. Бывало так, что как бы и ходил, ну, в прошлом году, потому что я только начал им заниматься. Ну, как заниматься? Просто поднимаемся наверх по рыбалке. Ну, и загрузка у нас полная была с Илюхой постоянно. А у нас моторчик был Yamaha 2, до сих пор у Илюхи он живой. Соответственно, что мы на полных ходах идем, что как бы относительно скорость такая троллинговая. И вот мы начали тоже пробовать. И тоже попадали, конечно, но не всегда. А тут прям, блин, как в сказке, ребята. Я вообще в шоке. Просто в шоке, блин. И прям вот, не знаю, не та щука, ребят, была, но больше килограмма, в принципе, почему нет, она тоже удар хороший может сделать.
как-то боком прошла. Возможно, наверное, она и была. Хотя, сказать ничего не могу. Ладно, что, продолжаем. Прошел, ребят, вот эту прямую. Ну, как поворотисто. Вот здесь течение большое и мелко. Ну, здесь тишина. Воблер, хотя не задевает. Заглубление 1,5 как раз возле берега, возле дна где-то идет. А там получается глубина, ну, 2,5-3 метра, наверное. И получается щука не со дна, а с толще воды. Ну, я решил, думаю, пройду, мало ли. Может, какая-нибудь дурная тоже тут ходит. Здесь уже коса, вот, мель, ребята. Ну, тут уже к устье Визинги подхожу. Может, в этом районе ходит какая-нибудь хозяйка. Все-таки щука, она обитает в одном месте, как бы, пока ее не выловят. Живет в одном месте. Но здесь явно, что здесь большое течение и проходной щуки нету. Прошел за поворот. Мелко, ребята, здесь. Даже вот 1,5, она вон, ну, дно отстегивает. Здесь раньше такие места классные были. Леща ловили. Кустов вот этих не было. Вот именно в это время уже тут сидели, постоянно ночевали. Сейчас вот тут, ребят, безобразие. Ну, сколько времени уже прошло, конечно. Раньше места крутые были. Вот и зацеп первый, ребята. Смотри, куда-то воткнулся. Жалко мне кормильца потерять-то такого. Сейчас проплывем, наверное. Сильно не дергал. С той стороны должны отодрать его. Тишина здесь. Коряжник такой хороший. А рыбки нету. Оп, цепил. Отлично. Так, ну там обрывы небольшие, ребят. Туда давайте сгоняем. Посмотрим, что раз уже добрался сюда. Там, ребят, машины стоят. Рыбаки сидят. А не будем мешать. Пускай рыбачат. Ладно. Хотел вот этот обрыв пройти еще. Ну, смотрю, сидят ребятки. Ладно, пускай отдыхают. Ладно. Перекур, ребята. Перекурчик, перекур. Ох, красота. Чайку, ребят, попьем. Да, вот прошел вот этот коряжник, но тут не глубоко. Ну, блин, раньше места здесь классные были. И нифига. А там, блин, как под заказ, прям, я не знаю. Давайте будем, ребята, за рыбалочку. Ваше здоровье. О, чаек, ништячок. Что у нас по времени? Эти поклевки, ребята, мне все планы сбили. Я уже должен быть наверху быть. 2 час. Прям не знаю, блин. Отложить, что ли, на следующий раз эту поездку. Что, в принципе, я уже с рыбалкой, ребят, я уже с рыбой. Не знаю. Пока подымусь час, пока я себе буду подниматься там троллингом, то, короче, блин, да, наверное, ребят, отложим. Покатаюсь здесь сейчас, недалеко еще. Сейчас можно на малую речку зайти, там немножко покататься, спуститься, еще за мост сходить. Короче, здесь, ребята, рыбалку сделали. Ладно, ребят, что, спущусь вниз. Заодно надо мотор пробздеть. Пройдем
еще раз эту точку. Что-то она мне понравилась, ё-моё. Что, ребят, я спустился. Давайте пройдемся еще раз эту точку. Точка общая. Кстати, хотел поговорить, ребята, кто на канале, тот знает. Были-то у меня по весне троения мотора непонятные. В оконцове потом у меня все прекратилось само по себе как-то. Я вот так обрадовался. Ну, потом прекрасный момент, ребят, то же самое началось. В оконцове позвонил парнишке, есть у нас такой тут на районе. Ну, разбирается в моторах. Илюха, если будешь смотреть, тебе огромный привет. Приехал ко мне, давай мы его, ребят, разбирать, смотреть. Свечи, туда-сюда. Почистили, разобрали карбюратор. Карбюратор, ребят, абсолютно чистый. Все отлично. В оконцове дело было, ребят, в такой маленькой штучке. Называется просто в народе коммутатор. Потому что, ну, все поменяли, остался только он. Давай звонить я по магазинам. В Сыктывкаре не оказалось. Позвонил в Киров. Серега быстро все это сделал. Привез, ребят, лично мне в руки передал. Блин, Серега молодец. Спасибо огромное тебе. Короче, ребят, 2 болта, 6 проводов на место. Все. Побежал. Короче, ребят, было дело в коммутаторе. А многие писали, что вот то. Вот так вот. Ну и ценник, конечно, ребят, есть оригинальный. В районе 4-5 тысяч. Есть типа китайский. В районе 2000. Ну, мотор китайский, по идее. Оригинал китайский и не оригинал китайский, я что-то не понял. Ну и в оконцове взял я, ребята, за 2000. 200, если быть точным. И все нормально. Ну все, ребят, прошел еще раз. Тишина. Рыба стояла, которая, возможно, я ее цепанул. Ну или просто время уже все не то. Все. Уже тихо. Ну и на этом, конечно, спасибо. Я очень рад. Вообще круто было. Сразу же просто в течение получаса поклевки. Круто. Схожу я вниз за мост. Проезжали сейчас рыбачки, пообщался. Они ходили на малую вот эту речку. Нифига, говорит, там что-то тихо. Вот такая штуковина, ребята, есть. Когда без вещей, чтобы ходить нормально на глиз. Потому что комплект эгоист. Нужны такие примочки. Все, полетели. Сходим. Женек он вышел с супругой тоже покататься. Вон туча идет. До тучки еще спустимся вниз, посмотрим. Там посмотрим. Ну там мало мест, там все миля. Острова. Там возле острова походим немножко. И домой. Хватит нам на сегодня. Здесь, смотрите, мелко стало. Ну, здесь вообще мелко. Вот. Речка раньше вот там шла. Сейчас вообще здесь пересыхает, бывает. Ну, а вот тут обрывчик такой тоже есть. Сейчас спущусь вниз и попробую вот его пройти еще. Да, нет, и домой пойдем. Что? Вот тут небольшой, ребят, поворотик вот такой. Сейчас мы попробуем его здесь тоже пройти. Там уже песок идет. Ну и что-то тащит. Туча какая-то идет. Сейчас попробуем. В этом году тоже положило здесь неплохо. С каждым годом все. Вот этой на следующий год хана придет. Березка тоже еле-еле. Раньше крутое место здесь было тоже. С каждым годом все меняется и меняется.
Странно, ребята, странно. Ну как странно? Пусто. Прошелся весь этот корятничек. Тишина. Здесь обычно нет, чурагайка тоже попадалась. Всегда. Потому что недалеко от дома здесь обычно хоп-хоп прокатились. Так, что-то. Ну, частенько здесь поклевки были. Ну, пока никого. Уже вон захожу к острову. Щучки нету. Может есть, просто сейчас не берет. Не знаю, вообще не знаю. Ребят, какой пляж. Ну, какой песок. Мягенький вообще. Необитаемый. Ну как необитаемый? Его чайки, конечно. Чайки арендовали его на лето. Но вот так сюда приехать, да, загорать. Ах, красота. Жалко, здесь рыбалки нету. Так бы можно было приехать с семьей позагорать. Смотрите, ребят, что нашел. Бобер. Мертвый бобер. Вон хвост у него торчит. Походу по весне его щелкнули и утопили, не достали. Вот такой бобричка, блин, лежит, блин. Лапы, хвост. Галимом на подкормку пойдет. Ну, ребята, все, иду домой. Сейчас, походу, будет дождь. Ветер поднялся. Как-то вот такая сегодня у меня рыбалка получилась. Вообще были другие планы. Но эти поклевки меня оставили, ребята, остановили. В Огонцове тут покатался. Ходил вниз. Там немножко, метров 300. Никак. Еще раз. Тут никак. Ребята с маленькой речки спускались. Тоже тишина, ребят. Может, попал как-то, не знаю. Прям в такой пик, что вот клювало прям хорошо. Даже окуня попал. Окунь даже попался. Хотя воблер такой нифига не окуневый. Ладно, ребят, иду до дому. Вот такой был у меня сегодня, ребят. Такая рыбалка. Ладно, сейчас придем, завесим. Сколько весит? Ну, где-то в районе 2, наверное. Братцы, вот сегодняшний уловчик. Сейчас завесим. То постоянно задают вопросы. Нету там столько, нету там столько. Ну, окунь 120 грамм, в принципе, такой едовой. Ну, это грамм 500 щучка. Это, наверное, в районе килограмма, ребята. Килошник, может чуть покрупнее. Нет, ошибся, 785. Ну, это что-то, ребят, в районе 2, наверное. Два 335. Ну и все. Вот сегодня у нас, ребят, День защиты детей. Праздник. Как раз на жарежку. Вот, ребята, хотел заняться со всеми другими делами, но тут получилась небольшая рыбалка. Рыбалка всегда непредсказуема. Сегодня так, завтра так, ребята. И вот как-то получилось, что, не знаю, какой-то выход был, может что-то другое. Как-то что-то сыграло какую-то роль, потому что прям на дурака. Тем более здесь, ребята, возле дома. Ну и, в принципе, неплохая рыбешка. Все, ребят, всех обнял. Желаю всем удачи. На связи. Рыбу хочешь? Сиамский. Сиамский. Алена Сергеевна сразу в оборону. Не снимай, спать хочу.
Че так вздохнула? Не снимай спать. Знаешь, такой прикол вам это. Женщина сидит, полный таз рыбы. Да лучше бы ты, как все, водку говорит, пили. Сидит, плачет. Нет, он зашел, ну, с рыбалки стоит. Вот, что-то вывалил, да, рыбу. Ага. Или рыба в ванной, или Ну, где. что-то типа того, да.